В начале заседания депутаты рассмотрели кандидатуры на должности судей Верховного, Арбитражного, Сухумского и Гулрыбского судов. Кандидатов представил министр по налогам и сборам республики Джансух Нанба, так как представитель президента в парламенте Саида Будба не смогла присутствовать на сессии. Путем тайного голосования Лия Адлиба и Эсма Курсая избраны на должности судей Верховного суда республики, Аксида Джения и Кама Аристава на должности судей Арбитражного суда. Марину Ануа депутаты избрали судьей Гулрыбского районного суда. Астамур Тванба избран судьей Сухумского городского суда. Депутат Батал Тапагу обратился к избранным судьям с просьбой решать имущественные вопросы максимально справедливо. То, что мы принимали в 1995 году, постановление Кабинета министров было и так далее, по поводу жилья, связано с тем, что жилье, принадлежавшее грузинскому населению, которое абхазское государство выдало нашим согражданам, у которых сгорели дома, потеряли жилье, и им вместо этого выдали это жилье и так далее, у нас уже начинают возникать определенные споры. Общество этим совершенно не согласно. Наша просьба, по крайней мере, моя и многих моих избирателей, к этому отнестись очень грамотно, потому что мы хотим от вас справедливости. Далее был принят законопроект о донорстве крови и ее компонентов, представленный депутатом Алхасом Джинджолия. Закон устанавливает правовые и социальные основы развития донорства в республике. К примеру, предполагает введение донорства на платной основе. Алхас Джинджолия представил еще один законопроект, касающийся государственной демографической политики. Как известно, ее основные задачи – повышение уровня рождаемости, сокращение уровня смертности, укрепление института семьи. Был разработан такой нормативный документ, и было две редакции, не скрою. Эта редакция более такая миролюбивая, что ли, в кавычках скажу. В ней дается определение демографических угроз населения. Здесь дается какой-то порядок ответственных лиц за демографическое население, определяются задачи, ответственные лица. И самое главное, что здесь определяется финансовый подход к решению этих вопросов, то есть программный подход к решению. То есть утверждаться должна в идеале государственная программа совместно это с существующими структурами. Инициатива была принята в первом же чтении. Долгие обсуждения вызвал следующий законопроект о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. Контрольно-кассовые машины – это современный эффективный инструмент, влияющий на учет выручки. Везде, где будут установлены данные аппараты, в режиме онлайн уполномоченный орган, в данном случае Министерство по налогам и сборам, будет получать в реальном времени информацию о всех транзакциях, которые совершаются на территории нашей республики. Это очень эффективный инструмент, который позволит в первую очередь защитить права и интересы потребителей, что немаловажно для нас. Во вторую очередь это позволит сократить, так скажем, количество налоговых проверок, в частности. И очень важный момент, который отмечен в данном законопроекте, это установка контрольно-кассовой техники в кредитных организациях, в коммерческих банках. На вопрос депутатов о работе техники в условиях частых отключений света Джансух Нанба ответил, что сегодня есть масса моделей, которые могут функционировать какое-то время на автономном питании. Законопроект о применении контрольно-кассовой техники поддержала депутат Натали Смыр. Хорошим прорывом будет в дальнейшем, если мы установим контрольно-кассовую технику, это будет возможность отследить обороты, а тем самым у нас, вы же помните, мы выносили, в первом чтении был принят законопроект о упрощенной системе налогообложения. Это тот самый вид налога, который позволит нам очень много уйти от вопросов, так называемого ввозного НДС. То есть над этим вопросом мы тоже работаем. И что очень интересно, то есть будет налог с оборота.
Это мировая практика, это мировое сообщество уже давно по этому пути пошло. Законопроект о применении контрольно-кассовой техники был принят в первом чтении. Были также рассмотрены и приняты вопросы, касающиеся физической культуры и спорта, здравоохранения, пожарной безопасности и налогообложения республики. Кроме того, было решено установить 4 декабря новым праздничным днем, посвященным службе государственной безопасности Абхазии. Эсма Гуладзе, Саида Гухава, Михаил Братухин, Сергей Каджиа, Абхазское телевидение.